Вот вопрос, собственно говоря, про эти замечательные открыточки, которые недавно пришли почти всем, я полагаю, жителям Республики Коми. И по этому поводу два вопроса. Вопрос первый. Есть ли уже отклики? И если есть, собственно говоря, что люди предлагают? И второй вопрос. Не кажется ли вам, что все-таки акция как-то начата поздновато? Потому что народ у нас склонен к задумчивости и за 2 недели может просто не сообразить, не написать. По поводу того, чтобы прокомментировать, считаю ли я поздновато или не поздновато, конечно, дорога ложка к обеду, но я считаю, что эта работа по, как сказать, сверке курса, что ли, да, и актуальных проблем, которые мы, в общем, проводим в разных формах, это просто одна из форм такой работы, советуясь с людьми, которые живут у нас в республике, она должна быть постоянной. Сегодня действительно значимость именно этой акции высока, в первую очередь в связи с тем, что сейчас идет работа над бюджетом республики, над муниципальными бюджетами на следующий год и на среднесрочную перспективу. И именно поэтому актуальность возрастает. Но это не означает, что и в дальнейшем, да, нет, исчезает, что ли, необходимость вот такого непосредственного контакта. То, что касается вообще, как идет развитие, что ли, этой акции, так, собственно, я догадывался, что так или иначе наверняка вопрос такого плана будет. И вот хочу сказать, что отклики уже идут. И я несколько даже вот с собой же захватил, могу даже зачитать. Понятно, что фамилии называть не буду, хотя они все заполнены как положено. И хочу сказать, что предложения, они самого разного плана. Меня радует что в тех откликах, которые сейчас пошли, они ведь могли быть любого плана, да, в том числе и, грубо говоря, просто критика, что делаете все не так, и вот на этом точка. Нет, самое главное в этих откликах, что, по крайней мере, большая часть того, что сегодня поступило, это действительно формулирование, что ли, тех болевых проблем, болевых точек, которые наши с вами граждане республики видят в республике и предлагают к решению. Вот, например, из ЕМВы, такой вот отклик, да, мои предложения в народную программу. Строительство приюта для кошек, помощь людям-инвалидам, у которых есть дети, дом спорта для инвалидов. У нас в ЕМВе вокзал допотопный. Пожалуйста, помогите строительством. Абсолютно, так сказать, земные, приземленные проблемы, которые действительно можно и нужно, так сказать, обсуждать и принимать там какие-то решения, вырабатывать по их реализации. Я не уверен, актуальна ли предложенная мною ниже проблема для народной программы, но она очень актуальна для меня и моей семьи. Речь идет о поддержке молодых семей с детьми, которым не достались места в детском саду. Одна из самых действительно сегодня острых проблем. И мы недаром, когда предлагали текущий год объявить годом ребенка, в том числе для того, чтобы активно собрать ресурс в этом году и попытаться выйти на решение этой проблемы не когда-то в долгосрочной перспективе, а уже начиная с этого года. И достаточно сказать, что на примере Сыктывкара, хотя эта программа, она комплексная по всей республике, она включает в себя несколько направлений. Это строительство новых детских садов или детских садов-начальных школ, это более актуально для сельской местности. Это реконструкция уже существующих, в том числе включающая в себя возможность пристройки или достройки дополнительных площадей к уже существующим. И в этом смысле, как пример, можно назвать тот проект, который был реализован в Сыктывкаре в Затоне, когда новый корпус пристроили к существующему детскому саду. И это возврат обратно тех помещений, тех детских садов, которые когда-то в 90-е годы в связи с невостребованностью уходили в использование каким-то другим структурам. И очень приятно, что такая работа активно ведется
во всех муниципалитетах, для примера можно назвать и Сосногорск, Ухту, и тот же Сыктывкар. Вот по всем этим трем направлениям работа построена таким образом, что только в Сыктывкаре в ближайшие 2 года, с учетом строительства нового и вот тех мер, о которых я говорил, плюс открытие детских садов частных, в Сыктывкаре только в этом году 4 детских частных сада открылись. Конечно, это малокомплектные, там по одной группе, но они уже есть. Это очень хорошая возможность тоже. Так вот, в течение ближайших 2 лет 1700 мест новых появится, соответственно, только в Сыктывкаре. Это из там, 1900 с небольшим мест очереди, которые на сегодняшний день есть. Соответственно, такая же задача стоит и по всей республике по решению этого вопроса, чтобы в кратчайшие сроки мы могли максимум вот этой очереди ликвидировать, используя все направления решения этой проблемы. Уважаемый Вячеслав Михайлович, ну вот очень, кстати говоря, активный человек с активной жизненной позицией, лично его знаю. Но когда сегодня попало в руки, даже самим текстом был удивлен, посылом. Вот послушайте, уважаемый Вячеслав Михайлович, мной разработана концепция развития мелкотоварного производства в Республике Коми после вашего совещания по этой проблематике. По ответам из МЭР видно, что в этом вопросе у нас в Республике Коми проблем нет. Тогда зачем собирали? Ознакомьтесь с этими предложениями, у них есть рационализм. А чиновникам просто не хочется напрягаться. Хотя, думаю, письмо до вас не дойдет. Вот дошло. Так что никто не сомневайтесь, все, что соответствующим образом направлено, все дойдет и будет проанализировано.